кетти, мечтанбай калды, мынтип сүйлөп калды, учурашпай калды. Нет такого. Чем выше позиция, тем по максимуму ваши тараканы пируют. Все твои, включая извращения, это все интересы, совокупность интересов, переплетение интересов. Как будто я танцую в темноте, я вот думаю, кому же сейчас на ноги наступлю? Чего вы, нас же всех под одну гребенку, попробуйте прийти и выжить. Толще, что ли? Мен кыйынмын, да? Ты вчера пришла. Гечой галип акыл үйрөтүп атасың. И ты должна выражать вот это вот. Да, неуважение, типа, подходим, ой, Байке, здравствуйте. О, она там заведующий склада, она может дефицит достать. Должность, позиция. А, я не маг, я все еще учусь. Дон Кихотом, аюларды эле велосипед тебет. Не оркотасың, не бойся, давай. На Медне вам исполнилось 40 лет. 40, да. 40. Юбилей, который у кыргызов не отмечают, оказывается. Ну, не только, по-моему, у кыргызов. Я, кстати, не знала, я помню в тот день, что-то я там намечала сделать, и мама моя, ай, кырк жашты белгилебейт, уктуңбу, плохая примета. Такая, ну ладно, мам. Вот этот возраст и предшествующий, где-то после 30, его называют обычно условно средним, и связывают с ним вот этот, что называется, кризис среднего возраста. Переоценка, да? Да, вот этот переход. Вот мне интересно, как вы его вообще переживали, как вы могли бы его описать? Ну, я бы, наверное, вкратце, если одним словом, это приходит осознанность. То есть это не так, что я делала, если вы понимаете, в каком русле я это говорю, это не так, что я не понимала, чем я занималась до или как я жила, нет. Вот осознанность — это ты, когда живешь здесь, сейчас, и ты четко ставишь для себя вот это вот прям проживаешь вот сегодняшний момент. Обычно мы живем до этого периода, либо мы живем либо прошлым, либо мечтами о будущем. А в моей жизни так случилось, что после смерти, после трагической гибели отца, это в 2005 году, и вот этот промежуток 10 лет, я как-то застряла в прошлом. Меня было слишком это вот, держало, тянуло, вот эта боль, вот эти вот какие-то обиды на то, что произошло, что я вообще на многие вещи вот, смотрела с позиции того времени. И вот буквально вот это, наверное, уже ближе к 40, приходит вот эта осознанность. Я отпустила его, потом как-то я оглянулась вокруг и стала говорить, ну, насколько ты раньше в силу каких-то там личных там комплексов, может быть, да, в силу пережитого, ты не позволяла быть открытой. У меня это было, ну, кто меня хорошо знает, они знают, что чем шире у меня улыбка обычно, тем хуже у меня на душе. Да, вот это такая маска, которую мы каждый день одеваем. Я думаю, многие с этим согласятся. Это вот такой кыргызский билгизбеш керек, там всегда надо такого. Иштериңиз кандай дегенде, ой, жакшы. А ближе к вот этому возрасту я начала понимать, что я просто хочу быть той, какая я есть. Это то, что я вот как личность ты уже становишься, ты уже не просто там девушка, женщина, да, вот это все совокупность твоего жизненного опыта, это такие все, что у тебя было до, все твои ожидания от будущего, вот это 40 лет, это, видимо, такой возраст, где замыкается вот эта вот, так сказать, бесконечность, ну, в тебе самой. Ты уже понимаешь, вот она целое я, целостное я. Часто же, вот, когда проводят психотренинги, да, говорят, вспомните себя совсем маленькой и представьте себя в возрасте. Вот. А вот 40 лет — это как раз тот возраст, когда ты концентрируешься на себе, какая есть, ну и все эти вот две ипостаси тоже притягиваешь, вот оно целое я. Сейчас я понимаю, что я, почему я здесь, зачем я здесь, кто я. Вот эту вот уверенность в себе вы приобретали или она вот в принципе была? И если приобретали, то сколько на это ушло времени? Уверенность — это, наверное, больше вот в параллели с твоей, не просто там завышенной или заниженной, нет, с твоей личной самооценкой. Что ты считаешь правильным? Вот я считаю это правильным, я в этом уверена, и как бы я иду дальше, да. Это вот, я думаю, это приходит с опытом. Все равно без ошибок, надо обретать уверенность в себе. Я еще не видела человека, который там 20 лет, он такой весь, ну, это пока еще самоуверенность, а именно вот это вот незавышенная, не заниженная, адекватная самооценка и уверенность в своих собственных силах, это приходит с опытом, с разочарованиями, с минусами, с ущербом, не только в свой адрес. Ты еще и кого-то обидишь по ходу, без этого не бывает. Потом ты из этого делаешь выводы, уроки, и потом ты начинаешь понимать, ага, поворачиваешься, думаешь, а вот это я зря сделала.
Ну и как бы разворачиваться уже не развернешься на 10 лет назад. Думаешь, ну ладно, все. Что было, то было. Все. Спасибо за опыт. И дальше. Ну, главное выучить параграф. Да, главное сделать выводы. Выводы, которые не в ущерб себе. 99.9. Они себе не прощают. О, да. Они не просто кому-то там Смотришь сюда. Да, ты смотришь в зеркало и себе не прощаешь. Вот ты могла бы, вот ты такая, это ты такая, там, это вот ты такой, да. И наши мамы такие себя винят там. Вот если у сына или у дочери что-то не так, мама или папа, вот это я когда-то вот так, наверное, недовоспитал, недоделал, подушку не подложил. Вот это вот чувство вины, и потом она из поколения в поколение и детям, и внукам прививается. А жить когда? Ну, есть такая, мне кажется, жертвенность, да, стремление вот это вот себя подложить, может быть, даже как подушку. А родители же так. У меня мама, когда я ее в буквальном смысле, вот я помню, я уже работала, и говорю, мам, съездите, отдохните. Нет, как я вас оставлю. Говорю, мама, уже вашим деткам далеко за 18 всем, идите. Нет. Говорю, отпускайте детей на свободу, на самостоятельное плавание, отпускайте, иначе вы держите, и у нас, говорю, тоже паника. Вот это вот, когда мне еще там сколько, 10 лет назад, вот сейчас я ее приучила. А родственников, бабушек, дедушек, их уже никак не приучишь. Когда мы говорим «живите для себя», потом уже оттуда же происходят и вот эти вот претензии же. Я на тебя всю жизнь потратила, да, вот я там, а ты неблагодарная, да. Просто в какой-то момент их тоже никто не развернул. У нас родители очень поздно, мне кажется, отпускают. С другой стороны, моя мама, она всю жизнь была в семье, то есть для нее приоритет семья была, и она всегда наоборот мне говорила. Я бы очень хотела, чтобы ты умела водить машину. И я тогда помню, я еще была подростком, и когда я села за руль, все сопротивлялись. В 98 году я, получается, получила права. Тогда девушки за рулем, это вот 20 лет назад. Шок. Это было, да, это вот я помню, ездила, вот так заглядывали в машину, кто там едет. Я еще ростом небольшая, там вообще машина сама по себе, что ли, едет. Мне не видно за рулем. Вот тогда это была вот такая реакция, Карасан, посадили девушку за руль, бузул кетет там и все. Вот тогда так было. Я благодарна вот в этом плане родителям, что меня вот как-то не ограничивали, рамки не ставили. Я благодарю за возможность быть свободной во всех смыслах, да, за то воспитание, что меня не забивали в угол, что он, конечно, у меня такой кыргыз был, такой очень махровый такой. И он мне там говорил, циркте аюларды велосипед деп, не оркотасың. Не бойся, давай. Самый главный вывод, скажем так, о жизни, который вы сделали для себя вот к этим как раз 40 годам. То, что однозначно для вас есть такая истина. Все и плохое, и хорошее идет параллельно. Просто на чем ты акцентируешься? То есть не полосы, а вот так. А тогда она идет. Просто есть вещи, которые мы воспринимаем очень негативно, есть вещи, которые мы тоже воспринимаем, может быть, вот все только так и должно быть. Но не бывает так. Она идет параллельно, к сожалению. Там для кого-то, смотря какие у тебя эти критерии, смотря какая твоя конечная цель, наверное, что ты ставишь своей целью. Для кого-то моя жизнь может кажется такой замечательной. Быть депутатом парламента — это мечта. Для кого-то. Кто-то, кто уже был в роли парламентария, кто скажет, боже, куда она залезла вообще сейчас? Я же просто со многими людьми общаюсь, да, и я все это вижу внутри, да, то есть это все идет параллельно. С учетом происходящего сейчас в политике, конечно, да, это тоже такое, надо еще поспорить, что хорошо, а что плохо. Вы, в принципе, подробно довольно рассказываете вот этот весь кейс с вашим отцом. Вам 26, вы вот это вот все берете, уже даете распоряжения, вот действительно такие организационные, да, насчет похорон, вот всего этого. Потом то, что сразу же идет давление на ваш бизнес, но при этом в тех же интервью, а потом они переходят на другие темы, и вас вот этот, вы это называете позитивизмом? Никто не приходил и не говорил, да, Эльвира, будет, конечно, тяжело, потерпи. Не был. Таким человеком был мой отец, например, для меня по юности. Он всегда был такой, ничего,
Құдайдың бұйырған күні де болады да. Проводником, да, Таким очень позитивным, очень сильным духом, да. Потом так случилось, его не стало, и в нашей семье этим проводником, наверное, стала я. Помню, там, мама у меня, она полгода вот просто тупо, она вот такой депрессии была, младшая все в депрессии, я на работу хожу как робот, вокруг вот этот хаос происходит, как-то столько агрессии, столько всего, и что-то вечно каждый день борьба, что-то происходит. И я помню, в один день пришла в зеркало, посмотрела, и вот там на меня смотрит вот такая черная, загорелая, маленькая такая, тощая, и только вот такие глаза. Я стою, я поймала себя на мысли, что у меня был, видимо, такой стресс, что я с зеркалом разговаривала, стояла, говорю, ничего, буну берген куда да, жақсы күнді береді, ничего сможешь, получится. Мама там близкие до сих пор говорят, слушай, я, говорит, на тебя смотрела, я, говорит, думала, что ты вот вообще уже куда-то не в ту степь двинула тебя. Утром в 6 встаешь, уходишь, вечером в 12 приходишь, вот 6 часов спишь, как робот. Я говорю, мам, потому что у меня внутри была вера, что я смогу. Завтра по-другому, послезавтра по-другому. Сейчас ресурсов, конечно, все равно меньше, чем 15 лет назад, да? Но я верю, что внутри в каждом человеке есть ресурс. Невозможное, возможно, вот эта песня, да, там есть она знаменитая. Все, абсолютно все может человек вынести. Все. Просто в моей ситуации, наверное, любой другой человек, который бы оказался при том же исходном там, возможностях, ресурсах и вариантах, и выводах, которые у него были до этого периода, он бы, наверное, она поступила бы, наверное, так же. Вот, ну, даже сейчас вы меня вернули памятью назад, да, я опять вспомнила, да. Ну, а в целом я уже вот 40, это я говорю, я вот к этому возрасту пришла, что я уже перешагиваю, иду дальше. А вот Осип Мандельштам, русский поэт, он говорил, что власть противна или уродлива, как руки Бродобрея. Вообще вот к самой абстрактной власти как вы относитесь? Меня удивляет, когда люди говорят, мына өзгөрүлүп кетти. После? Бийлик өзгөртүп койду. Я в это не верю. Мне кажется, бийлик, она вытаскивает из тебя все то, что глубоко внутри тебя сидело. Просто твое все внутро, все твои там мечты, фантазии, самые-самые такие психогенные какие-то такие моменты, это все вылазит наружу. Все твои, включая извращения, да, и в положительном, и, там, и в негативном смысле, да, все, что ты фантазировал, это все выходит наружу. А так, когда говорят, ой, и вот он там был там тем, стал этим, его жизнь испортила, власть испортила. Нет такого. Так же и с деньгами. Когда говорят, вот она там вышла замуж за богатого, и вот она вся такая стала, такая, сякая. Вот обычно женщина это обсуждается. Мы утираж погалды, то есть нет. На самом деле она и была такой. Просто до какого-то момента это в ней все сидело. Так же и с мужчинами. Вот он там заработал, поднялся там, да, и вот все мечта галды, мы все галды. Это все внутри вас. Все, как вы себя ведете при определенных масштабах, ресурсах, это все сидит и заложено внутри вас. Она просто раскрывает вас, полноту. А власть, она прям такой весь спектр ваших комплексов, страхов, обид жизненных, все вытаскивает. Почему я это говорю? Я же вижу, когда люди просто компенсируют какие-то вот вещи, которые были в их жизни до прихода к власти. Ну и вы же видите все, что сейчас происходит на очень большом уровне, личное эго и амбиции. Это вот такое ощущение, что у нас идет переговоры двух людей. Ну, это и есть слишком персонифицированная какая-то политика. Это уже совсем. То есть это ваши внутренние, раскрывается ваш потенциал. Вы раскрываете максимально себя. Чем выше позиция, тем по максимуму ваши, так сказать, ваши эти тараканы пируют, да, внутренние. Кстати, вот вы про деньги упомянули, очень интересно, как вы к ним относитесь? Вы их любите? К деньгам. Они дают мне независимость. В кыргызском обществе, чем выше социальная позиция у женщины, особенно в финансовом аспекте, да, тем легче ей иметь право голоса. К сожалению. Я просто исхожу из той позиции, где я нахожусь. И я понимаю, что благодаря финансовой независимости я освобождена от каких-то вот вещей социальных, с чем приходится многим женщинам сталкиваться. Меня деньги освобождают, это дает свободу, свобода выбора. Я могу выбирать. Это много, это очень много. В кыргызском обществе, если бы у всех женщин была возможность выбирать, я думаю, многие из них бы поменяли свою жизнь. Очень многие. Та тема дискриминации, которая часто поднимается в отношении женщин, она упирается в вопросы независимости.
и большую часть финансовой независимости. У вас есть интервью 4-летней давности, и вы говорите о том, что наши чиновники-аристократы привыкли к тому, что вот... Небожители. Я обычно их называла небожителями. Скорее всего, там в кавычках есть небожители, если это социальных сетей. Не-не-не. Это интервью. Да, это интервью. Вот что весь мир подхалимствует их персоне, и они к этому привыкают. Вот если коротко, как это выражается? До того, как я пришла в парламент, вот когда была предвыборка, это вот самый первый такой ярчайший для меня был пример. Тебя приглашают там, на какое-то мероприятие, допустим, ты приходишь, агитацией занимаешься, вот этот месячник агитации был как раз сентябрь. Я прихожу, там вот мероприятие, и вот тут же аксакалы вскакивают и тебя сажают. Ты кандидат в депутаты, ты даже не депутат, а тебя сажают на самый тюрьму. Для меня это было дико. Я как-то так, я вот помню, я так смотрела, и я говорю, а вы что, говорю, встали? Он говорит, ну садись, говорит. Я говорю, я еще даже не депутат, а потом вы хотите, чтобы они с вами на равных были? Помню, там же говорили, говорят, ай, был Чалыш, там, чубей, там, то все. У нас как схиляп поет, да, вот дань уважения, типа, ну, подхалимство, дань уважения отдали, потом тоже что-то попросили, да. Ну вот это просто интересно, вот знаете, часто это вот можно наблюдать, той, да, обязательно вот надо на какой-то той пригласить просто как украшение там какого-то депутата. Или сделать его укулята. Да-да-да, это, конечно, вообще тренд. Или вот когда мероприятие вот даже самым таким интеллектуальным фокусом там за права человека, за равноправие, и там вступительные какие-то речи, это вот прям подчеркивается, что у нас здесь присутствует какой-то депутат. Ну, это да, скорее, вот это вот все есть, вот эти проявления. Скорее всего, это дань, наверное, статусу. Ну вот такие вот проявления, как бы вы их обозначили? Может быть, подхалимство, оно звучит Но это очень... восточная ментальность. Вы верите в нее? Конечно, верю. Она у нас еще как. Это вот такая вот особо азиатская восточная ментальность. Да? И потом должность, это еще Советского Союза у нас. Должность. О, она там заведующий складом. Она может дефицит достать, да? Должность, позиция. Хотя сейчас, скажем, депутаты 6-го созыва и депутаты всех предыдущих созывов по силе влияния очень сильно отличаются. Ну, из того, что я слышу от своих коллег, которые не раз были депутатами, статус депутата, он со временем, сама позиция власти и само отношение к власти, оно меняется. Часто вот про многих даже политиков говорят, что вот именно подхалимы вокруг, которые их окружают, деформируют их вообще восприятие реальности. Но вы же нанимаете всех этих подхалимов, которые вам это все доносят. Вы же отбираете всех этих людей. Это значит, вы хотите быть оторванными от реальности. Вы же контролируете эту реальность вокруг вас. И вы ее, скажем так, делаете реальной. Я была руководителем небольшого там, относительного хозяйства, да, и это странно, если я не буду знать, что происходит у меня на месте. Я не говорю, что Кыргызстан это хозяйство, я вообще говорю, потому что этих людей нанимала я. И я знала их минусы и плюсы. Во власти то же самое. Этих людей вы нанимаете служить народу с учетом ваших интересов, и вы их контролируете. Когда говорят там, Акаев не знал, что делает его там жена, супруга, дети, Бакиев не знал, что делает его брат и сыновья. Они все прекрасно знали. Все знают. И они шикарно владеют информацией. И это лишь как бы попытка ввести в заблуждение простой народ, что вокруг все подхалимы, они правили, они там рулили, это все. Все происходит с вашего ведома. Это пример менеджмента в любой сфере, государственной, частной, на высоком, среднем, малом уровне. Вы всегда знаете. Единственное, как вы этим управляете, это показывает, насколько успешный вы менеджер, руководитель. Вот и все. И вот это еще есть другая сторона. Ну, у тебя там всего лишь 2-3 приближенных, и вот они себе докладывают. Нет, абсолютно. Если мы говорим про самый высший уровень власти, вас окружает настолько много источников информации, что вы всегда, как вы ее анализируете, какие выводы делаете, это уже чисто ваши аналитические способности. Умение делать прогноз на ситуацию, что будет. Вам никогда не так, что ваши 3 друга вокруг вас. У вас есть огромные источники. Это госмашина, она огромная. Это не, допустим, не маленькое УСО. Там совсем другая ситуация. Вы полностью владеете. Вопрос лишь в эффективности менеджмента, как вы этим ресурсом пользуетесь. И все равно я не упущу возможности спросить, тот, кто стоит у руля, а в курсе ли он всего происходящего? И, кстати, нынешний он в курсе. Меня это успокоило на последней встрече. Я говорю, вот это в курсе. Я говорю, да, я в курсе. Все. То есть
Там нет такого, что там не доходит или не знает человек. Все, я так успокоилась, ну все, это хорошо. Человек владеет ситуацией. Как вот во всей такой ситуации все равно, где, ну, наверняка существуют, тем не менее, эти подхалимы? Конечно, они есть, потому что они живут в своем таком маленьком мирке использования ресурсов. И вот пока тебя за руку не поймали, он там живет. А поймали, и то взвесят. Насколько он тебе нужен? Нужен? Тогда пока не будем сливать. Не нужен? Сольем со скандалом. Это и есть сущность политики. Практически на каждого, кто 5 или 10 лет проработал на высоких государственных должностях, на него лежит папка. И просто как ей в какой момент воспользуется, вам неизвестно. То есть, ну, непосредственно, я имею в виду субъекту, неизвестно. Как вообще вот во всей такой ситуации разобраться, вот, кто твой настоящий друг и соратник? Ну, я не знаю, как можно вообще верить в это все. Ну, уж если говорить как есть, я не игрок, к сожалению. Я понимаю, что вот это вот умение приспосабливаться к интригам, это вот такой вот высший пилотаж, который делает из себя такого замечательного политика в кыргызском понимании. Есть такой тоже риторический вопрос. Власть, она делает наше дело или свое дело? Ох, какой вопрос. Свое дело. Мне часто уже опытные политики говорят: ну, Эльвира, ну ты пришла, ушла, было, есть и останется. До какого-то момента мне казалось, вот, что это какая-то вот такая движущая машина. Вот она идет, 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 вот такая. И мы так эволюционируем в Кыргызстане. Вот, и ты там какой-то винтик, пока ты в этой части вместе идешь. Потом я начинаю вот как соцсети, масс-медиа, да, вот эта вот активная общественность подключается. Я начинаю понимать в каком-то смысле, да, вот где-то все-таки вот народ влияет, мы все-таки влияем, да, можно развернуть эти вещи, да. Но я думаю, это еще время нужно, чтобы вот так взять сейчас, повернуться там Made in US, там стать, да, внезапно, или Made in Europe, я не знаю, там какие-то там Сингапур, какие-то вот примеры приводят. Я думаю, это время, это не просто там лидеры должны появиться такие, да, монстры. И народ должен созреть к каким-то вещам, и мы не готовы. То есть это вот так вот вместе должно быть. Но, тем не менее, вот пока такое, ну, как бы сказать, понимание власти, оно такое, что это власть для власти. Интересы, совокупность интересов, переплетение интересов, не только там интересов государственных лиц, да? Пазл должен совпасть. Вот, скорее всего, так, да. Вот совокупность всего происходящего, проблем, вот этих звонков, там, все это вот так раз совмещается, и вот так она пока идет, двигается. Пока она так, ну, совпадает, идет, кружится дальше. Пока так. Были кризисные моменты, вот эти, наверное, 2 революции, которые у нас произошли, да, они, конечно, кто-то говорит, был откат назад, да, я понимаю, что в экономическом плане мы, конечно, да, но в политическом плане, мы, конечно, там дали дёру и ушли намного вперед, да, но чуть-чуть, конечно, переборщили даже где-то. Вообще, кто или что, может быть, обладает реальной такой зримой властью в Кыргызстане? Сказать, что один человек, вот когда говорят, вся власть у президента, или вся власть там у премьера, или у спикера. Или у народа. Или у народа, да. У нас это вот как в том пазле. У нас есть вот параллельные реальности. Конечно, люди вот шутят над этим, да. Есть какие-то клановые взаимоотношения, есть региональные взаимоотношения, есть экономические группы, есть политические группы. Вот как бы это ни звучало так вот, ну, для кого-то так, как это так вот, это все на некоторые вопросы, почему люди удивляются, а почему это не происходит? Потому что он пока вот этим критериям отвечает. К сожалению, там совокупность многих групп, и с чем ежедневно имеет дело как лидер страны, глава государства, так премьер-министр, руководитель правительства, так и в парламенте 120 депутатов. Это вот не так, как люди понимают, вот они пришли, они решили. Нет, это настолько вот все вот у нас вот так, как клубок сплетено. И когда я часто такие вещи начинаю вот хвосты искать, говорю, а почему это происходит?
И из неожиданные, ну, когда у меня спросили, как ты себя чувствуешь в политике, да, и я вот говорю, и у меня такое ощущение, как будто я танцую в темноте, и я вот думаю, кому же сейчас на ноги наступлю, да? Вот власть это и есть. Ты, особенно в Кыргызстане, ты не знаешь. У нас многие политики, когда дают интервью, они говорят, ну, там были, здесь были, сейчас у нас общие интересы совпадают. Это не только интересы двух лиц, это больше, это глубже. К сожалению, пока это имеет место быть, хотя у нас говорят, вот нам нужен один сильный лидер, но никогда такого в Кыргызстане не будет. Почему парламентаризм нам близок духовно? Потому что у нас вот это вот Кыргызстан-Уру, там, да, вот эти вещи, это такой вот, политика, это такой большой клуб, где вот интересы такого очень большого количества народа соприкасаются. А с учетом, что у нас всего 6 миллионов, это такой мини-парламентаризм там. Вот это все внутри происходит. И поэтому иногда, ну, некоторые вещи просто с трибуны не озвучиваются, но все знают, почему это происходит. То есть это не просто там кого-то уволили или кого-то поставили. И некоторые назначения, да, вот с нашей реальностью, многие говорят, почему этого не профессионала поставили, да. Я тоже вот часто задавалась вопросом, ну, он квоту закрыл. Какую квоту? Региональную. Все. И для тебя это так. Как это так? А потому что по-другому там будут претензии. И поэтому какие-то решения, которые ждут от нас, от там, руководства, они не могут быть публично разъяснены вот в том ракурсе, в котором им происходят, к сожалению. Как это раздробленные княжества и все вот так вот. Да, это вот компромиссы, это постоянные компромиссы. Это такие целые группы, сферы влияния, компромисс. И они ведь представляют не просто электорат, там не 5-6 человек группы. Понимаете, условно, это целые такие сферы влияния, большие, серьезные, с которыми считаются все, на всех уровнях. Это и есть власть. Как вы относитесь вообще к такому раскладу дел? Для меня это такой очередной повод засомневаться, стану ли я когда-нибудь успешным политиком. Потому что маневрировать во всем этом, когда говорят, что он такой, вот, такие про матерых наших политиков, это как раз такие вот люди, которые умеют лавировать во всем этом. Ну вот, а с точки зрения как бы общественного блага? Про интеллигенцию, да, вот возмущаются, почему там интеллигенции мало, да. Но интеллигенция тоже заняла удобную позицию. Они же тоже индивидуалисты. Я их воспринимаю как вот такие избалованные, творческие, ну, хрупкие, не избалованные, хрупкие. Их надо беречь, лелеять, да, ну и поэтому они, может быть, сами по себе в отдельности не хотят мараться, да, и когда говорят, ой, что вы там, я первое время, когда мне вот захлестывал вот этот вот негатив, который я получала, находясь там, да, что вы, нас же всех под одну гребенку, все, кто во власти. Я говорю, мне прям так и промывало сказать, а вы попробуйте прийти и выжить. Было такое. Вы попробуйте во всех это ходить, еще улыбаться, да. Когда ты поговорил с человеком, вроде бы ничего не обсуждали, выходишь, а тебе как раз какая-то интрига вдогонку через неделю. Ты сидишь, я вроде ничего не говорил, ничего не делал, за что, почему. К сожалению, ну, это кыргызские реалии. Ну, это вот напоминает какие-то такие дворцовые интриги, вот эти вот все. Это повседневное. Это вообще такая норма, да, это вот такая чисто. Ну, а когда вот тогда работать, ну, условно, для вот этого общественного блага? Если основная энергия и время уходит на выживание. Ну, это же опыт. Я же говорю, я как-то стала к этому толще, что ли, спокойнее. Я улыбаюсь. Раньше могла там сидеть еще в перепалке, вступать там у нас. Я помню, во время фракции у нас такие бурные дебаты были, это все за закрытыми дверями, да, я вот эмоционально высказывалась. Очень было странно, я-то в партии новичок, и фракция, это когда вот чисто партийно собирается, да, мне постоянно указывали, ты вчера пришла, вот ты кто такая? Такой. Да, вот. А еще, говорит, разуму здесь учишь, говорит, не выпендривайся. 3 года, я и 3 года, мне вот интересно, так вчера, это же моя коллега, которая мне так говорила, вчера почему-то она стала заступаться за замминистра экономики и говорить, что он, вы что затыкаете молодежь, вы выращиваете приспособленцев. Ну, это и есть наше лицемерие, да, что по отношению к своему коллеге ты говорила по-другому, а тут на публику ты себя повела вот так вот, не за закрытыми дверями, да. Но это политика. Ну, то есть вот этот, что называется, эйджизм, дискриминация по возрасту такому, она есть, ну, в том же парламенте, абсолютно, во власти. Да, абсолютно. Помимо того, что есть дискриминация по гендеру, есть дискриминация по возрасту и по политическому опыту. Гечой Галип акыл үйретет атасын, конечно, никто этого не любит. И ты должна выражать вот эту вот субординацию, реверансы. Говорит, ой, байки, здравствуйте.
Там, да. Ну, конечно, и реверансить сильно я, наверное, уже никогда не научусь, но с уважением относиться. Я для себя уже на полном серьезе я начала понимать, слушай, Эльвира, вот ты 20 лет побудь в политике, а потом вот учи уму-разуму. И когда ты сама себе так говоришь, и как ты думаешь, ну ладно, ну через 20 лет посмотрим. Все, я научилась уважать. Это если я за 3 года столько пережила, боже, что они там пережили за эти 5, 10, 20 лет, да? Через какой кошмар они прошли, да? Но тем не менее, а почему вы не уходите, если это все такое, ну, как бы не очень? Ну у нас же такая ментальность, скажет, не смогла. Никто не скажет, что она вот не стала там мараться, да, скажет, не смогла. Ага. И вот это не смогла, вот это вот твое внутреннее я могу. Я все время вспоминаю этих медведей в цирке там, да, на велосипедах. Ну смогли же, а ты что не сможешь? Смогу. Ну, давай. А вот когда закончится срок, вот тогда подумай, еще раз захочешь через это пройти или нет. Вот тогда, я думаю, будет большой период такой, хочу я этого или нет. Не буду лицемерить, когда ты внутри, сам процесс, он очень интересный. Я хочу верить, что я смогу. А кто судья? Ну, ты сам судья внутри себя. Тебя никто не осуждает. Никто тебе никогда не скажет, хороший ты или плохой. Потому что кто тебя сегодня критиковал, завтра же тебя будут осуждать. Кто вчера осуждал, сегодня будет хвалить. Это такая вот особенность. Только ты сам внутри себя. Критерии, все внутри себя происходит.